понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья! Вот они, самые нереальные Крым Реалии в самом реальном таки радиоэфире. АМ 549. Милости просим, 8:35 и 18:30. Время, когда мы начинаем говорить. 8 800 10 06 926. А это уже телефон, по которому можете начинать говорить вы. Все звонки абсолютно бесплатные и уж тем более, что, быть может, куда более важно, абсолютно анонимные. Так что милости просим. Радио — это дорога с двусторонним движением. Еще раз, 8 800 10 06 926. И будем мы говорить сегодня, друзья, о вещах... Ну, знаете, у меня столько эмоций, что я пытаюсь сейчас их все отринуть в сторону для того, чтобы добраться до фактов. Давайте по порядку. Накануне Заур Смирнов, а это в Крыму ни много ни мало, глава Государственного комитета по межнациональным отношениям и депортированным гражданам подконтрольного России правительства Крыма. Так вот, он заявил о необходимости создания национально-культурной автономии крымских татар на федеральном уровне. Многие, когда увидели эту, собственно, новость, они пришли в недоумение. Собственно, не случайно она многих вела в заблуждение. Национально-культурная автономия, национально-территориальная автономия. Все эти вещи, хотя и звучат похоже, на деле означают совершенно разные вещи. Например, Меджлис крымских татар, он добивался создания национально-территориальной автономии. А вот теперь те крымско-татарские политики, которые признали российские триколоры над украинским полуостровом, они говорят о национально-культурной автономии. Так что ж это за зверь-то такой? Вот наши корреспонденты, собственно, проанализировали все новости, которые появлялись на эту тему, и попытались из них сделать дайджест самого важного. Давайте дадим им слова. 100 слов по теме. Крымские татары, проживающие в различных регионах России, намерены создать федеральную национально-культурную автономию. Об этом 12 июня заявил глава Госкомитета по межнациональным отношениям и депортированным гражданам подконтрольного России правительства Крыма Заур Смирнов. Российский чиновник отметил, что работы по созданию региональных автономий уже ведутся в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно информации Смирнова, крымские татары дополнительно к этому проживают в Краснодарском крае, Татарстане, Дагестане, Чечне. Кроме того, подчеркнул Смирнов, в аннексированном Крыму уже существует подобная организация и возглавляет ее Эйваз Умеров. Смирнов пояснил, что подобная автономия может быть создана на добровольных началах не менее чем половиной зарегистрированных региональных национально-культурных автономий россиян. По его словам, такая организация позволит крымским татарам самостоятельно решать вопросы сохранения самобытности, развития языка, национальной культуры, образования. Российский глава комитета сказал, что главная цель автономии – объединение всех крымских татар, живущих в России. Смирнов добавил, что руководитель автономии представят в Совете при президенте России по межнациональным вопросам. Валерия Максимова для Крым Реалии. 100 слов по теме. Кстати, мы с коллегами долго пытались понять, кто такой Эйваз Умеров. Он на сайте ТАСС почему-то даже назван лидером крымских татар. Ну, вот все, что удалось накопать, что это человек, господин Умеров, он находится в прямом подчинении так называемого вице-премьера республики Руслана Бальбека. Более того, известен своими высказываниями, которые, собственно, совпадают с позицией самого господина Бальбека. И вот считается, что если сам Руслан Бальбек будет избран в Государственную Думу, например, в сентябре 2016 года, то его место в так называемом правительстве Крыма может занять этот самый Эйваз Умеров. Ну, в общем, он-то нам, честно говоря, не особенно-то интересен. Нам вообще вся эта тема интересна только для того, чтобы расставить буквы над «ё» в вопросе, что такое национально-культурная автономия, что такое национально-территориальная автономия, чем они друг от друга отличаются и как они на практике работают. И вопросов у нас так много, что мы чертовски рады, что нам удалось найти человека, которому нам все эти вопросы удастся задать. Рады приветствовать. Юлия Коздобина, аналитик Украинского независимого центра политических исследований. Добрый вечер. Добрый вечер, Юля. Скажите, вот давайте сразу определимся. Национально-культурная автономия, о которой, собственно, говорят те крымско-татарские политики, которые работают в тесной связке с Аксеновым и Константиновым. Что это такое? Насколько я понимаю, это чисто такое российское изобретение, да, то есть
национально-культурная автономия федерального уровня, которую они собираются создать, это, грубо говоря, общественная организация, да, то есть и состоит она из, ну, как ваши корреспонденты говорили, да, то есть они делают в разных регионах организации общественные по этническому принципу, да, крымских татар в данной ситуации, и если половина из них выражает желание создать общественную организацию под названием вот автономия федерального уровня, да, то они ее создают, и, грубо говоря, это просто общественная организация, которая занимается, в общем-то, защитой минимального уровня прав. Да? То есть такой культурный речь профсоюз, идет, что ли, да? ну, что-то типа этого, наверное, да. То есть, и речь идет о защите там права на язык, да, то есть создавать собственные средства массовой информации, распространять информацию на своем языке, там, свободный доступ к культурным ценностям. То есть, и если говорить о том, что крымско-татарский народ является коренным народом, да, то это даже не треть тех прав, которые они имеют, будучи коренным народом в Крыму. Вы вначале упомянули, что это чисто российское изобретение, такое явление, как национально-культурная автономия. То есть нигде в мире этим термином не оперируют? И если не оперируют этим, то каким оперируют? Ну, если честно, я как бы пыталась в какой-то момент разобраться, да, потому что у нас очень часто звучит вот эта вот национально-культурная, национально-территориальная автономия, и я пыталась читать по-английски, да, и вот это вот национально-культурное, я нигде этого больше не видела, да, пока не начала искать по-русски, поэтому, собственно, я пришла к выводу, что это чисто российский какой-то такой феномен, вот. А что касается автономии вообще, как они существуют, да, то есть определенный набор прав, который считается присущим меньшинствам, да, и существуют в разных государствах, естественно, эти автономии образовывались в результате разных исторических процессов, и в разных государствах набор прав, которые предоставляются меньшинствам, по большому счету получается разным, вот в рамках этой автономии. И я так понимаю, что это, в общем-то, результат исторического процесса, результат какой-то договоренности, да, то есть вот, допустим, там на той же Корсике максимум, чего им удалось добиться, это того, что корсиканский язык там преподают в школах, да, то есть и правительство местное имеет какие-то полномочия относительно использования местных ресурсов, да, то есть, допустим, в Финляндии есть автономия, где там даже финский язык не изучают, да, то есть там только один шведский язык, то есть огромные существует разнообразие. Но в любом случае национально-территориальная автономия — это когда берется какой-то регион, например, на котором живет коренной народ, или, собственно, какая-то общность людей, которую принято, ну, которую, там, я не знаю, власти считают необходимым наделить дополнительными правами, национально-культурными. Ну, не только культурными, да, то есть речь идет и о социальных правах, речь идет о политических правах, то есть о каком-то уровне представительства, о принятии участия в решениях, касающихся этого народа, да, то есть о коллективных правах. То есть в российском случае об этом речь вообще не идет. То есть, насколько я понимаю, вот это вот решение, которое они собираются принять в России, оно, в общем-то, если смотреть в общем контексте на политику России по отношению к крымским татарам, оно направлено на то, чтобы, во-первых, размыть влияние именно крымчан, да, ну, вот именно крымских татар, крымчан в крымско-татарском движении российском. Вот. И ну, с самого начала, в общем-то, речь шла о том, что крымские татары были, наверное, самым организованным сопротивлением аннексии Крыма, да, и, в общем-то, с самого начала, если мы подумаем о тех шагах, которые Россия предпринимала, то они сначала отрезали лидеров, да, потом начали совершенно беспорядочное преследование, которое запугивает людей, да, потом они запретили меджлис и начали создавать какие-то параллельные структуры, то есть кого-то начали пытаться подкупать. И, в общем-то, мне кажется, что вот этот вот шаг – это просто логическое продолжение политики России «разделяй и властвуй». Да? То есть чьи-то права там на 2 копейки они как-то защитят, смогут рассказать о том, что мы создали вот эту вот автономию, там рассказать каким-нибудь там западным, да. Но на деле получается подделка, по большому счету. Я просто хочу вспомнить, вот в
конце 80-х, начале 90-х, собственно, когда Крым еще был Крымской областью в составе УССР, тогда вот этот референдум проходил о возвращении Крыму статуса автономии, и тогда, собственно, была проголосована, и в конечном счете Крым получил статус автономной республики Крым. И я помню, я разговаривал в Крыму, в Симферополе с теми людьми, которые считались идеологами этой автономизации. Я говорю, а зачем, собственно, вы ее создавали? И они говорят, тогда шел активный процесс репатриации, возвращения крымских татар на полуостров. А одним из лозунгов национального движения крымских татар была идея национально-территориальной автономии в Крыму. Воссоздание, возрождение, закрепление языковых прав там, и так далее, и так далее. И мы старались, как они рассказывают, сработать на упреждение, что вот крымские татары приезжают, а все, уже есть автономия. И не важно, что они не национально-территориальные, а просто территориальные. То есть, как бы уже это пространство автономии, оно уже застолблено, все, оно уже существует. И любые попытки крымских татар потом снова поднимать эту тему с национально-территориальной автономией, они упирались как бы в недоумение. Подождите, у нас уже есть автономия. А то, что она изначально совершенно другим смыслом была насыщена, это как бы и вот создавался тот эффект подмены. Кстати, у нас есть возможность услышать голоса с мест. С нами на связи Нариман Джилял, первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. И у меня, собственно, вот вопрос, Нариман, а вот как Меджлис воспринимает слова Заура Смирнова о создании федеральной национально-культурной автономии крымских татар? Вы знаете, чтобы реагировать на этот вопрос, нужно вообще разобраться с тем, что предлагается. Согласно российскому законодательству, национально-культурная автономия – это общественная организация, которая имеет просто некие специфические цели и задачи, а именно там отстаивание интересов конкретной национальности, скажем так. При этом я так подозреваю, что национально-культурная автономия в Российской Федерации для крымских татар задумана исключительно с целью демонстрации всему миру того, что крымские татары благополучно интегрируются в российское государство, в российское общество и так далее. И что никаких проблем не существует, о чем как мантру уже постоянно повторяют крымские российские чиновники. Заур Смирнов есть российский чиновник. И создание национально-культурной автономии по инициативе чиновников пахнет очень неприятно. На мой взгляд, это исключительно заказ, скажем так, государства с конкретными определенными целями. Меджлис же четко, я думаю, уверен, что наши политические требования, наша политическая идея крымско-татарская давно вышла за рамки национально-культурной автономии. Сегодня мы отстаиваем конституционные изменения в украинском государстве. Изменения, которые направлены на реализацию нашего права на самоопределение. Изменения, которые должны трансформировать крымскую автономию в национально-территориальную автономию крымско-татарского народа. И тут разговаривать о национально-культурной автономии, не совсем вообще целесообразно, уместно. Вот еще один вопрос. Вот по словам Заура Смирнова, в Крыму уже действует национально-культурная автономия крымских татар. Ее возглавляет господин Айваз Умеров. Так вот, что из себя представляет эта организация и кто такой, собственно, господин Умеров? Айваз Умеров – это одно из лиц той группы крымских татар, которых называют кто-то предателями, кто-то сепаратистами, кто-то помягче лояльными. Это человек из круга Руслана Бальбека. Он возглавляет и много сделал для этого нехороших вещей, чтобы возглавить отдел межнациональных отношений в Судакском горсовете. Там же в Судаке он создал общественную организацию Судакская национально-культурная автономия. Автономии эти, я же говорю, это только громкое название. Автономия, на самом деле, это обычные общественные организации, и бывают местного, регионального и федерального уровня. Вот несколько местных автономий уже создали. Там в Судаке, по-моему, где-то в Ялте или в Алуште, еще в каких-то районах Крыма. Создадут, естественно, крымскую, ее еще опять-таки нет. И потом еще найдут каких-то людей, я не знаю, крымских татар или кого-то, которые зарегистрируют подобные организации в других субъектах Федерации России. Что даст им право по закону заявить о создании федеральной автономии. Вот. Айваз Умеров – это тот человек, который закидывал яйцами портреты наших лидеров у здания Сим-Сити Транс или АТРа. Айваз Умеров – это человек, который разрисовывал краской ворота у дома Мустафы Джемилева.
На больше этот человек, на мой взгляд, мало способен. Ну вот вы говорите, что национально-культурная автономия никак не изменит ситуацию с крымскими татарами в политическом плане. Но, быть может, возможно, даже если это такое маленькое окно возможностей, но тем не менее крымским татарам станет проще отстаивать свои культурные права после того, как эта национально-культурная автономия заработает. Вы знаете, если говорить о культурных правах, о возможностях петь, танцевать, развивать свою кухню, прикладное искусство, мы это как-то смогли добиться за 20 лет и без особой поддержки государства. Сегодня перед нами стоят задачи гораздо более серьезными. И в первую очередь, если говорить о культурных правах, это право на образование на родном языке. А здесь, извините, те же самые проблемы, что были и раньше. К сожалению, я не видел, чтобы Эйваз Умеров ходил, открывал национальные классы, способствовал, да не только он. У Эйваз Умеров это собирательное, скажем, такое имя определенной категории лиц, которые бы сделали что-то стоящее для того, чтобы наши дети сегодня могли спокойно, без проблем учиться на родном языке. А ансамблей у нас и так хватает. У них есть, как и у всех других, разные проблемы материального характера, как и у художников, как и у писателей и так далее, и так далее. Это проблемы, которые решаются совершенно иным способом, просто финансовой поддержки и так далее, и так далее. Для этого создание организаций под громкими названиями национально-культурных автономий не то чтобы лишние, но не обязательно, скажем так. И можно культуру нашу поддерживать тысячами иных способов. Ну вот, спасибо. Это был комментарий первого замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла. Ну, вообще, вы знаете, у меня есть ощущение, что вот крымским татарам уже второй раз пытаются подсунуть какую-то липовую автономию. Почему второй раз? Коллеги сегодня раскопали, что в конце 80-х годов 20 века руководство Узбекистана, когда понимало, что крымские татары всерьез намерены покинуть, собственно, территорию республики и уехать себе домой в Крым, оно испугалось того, что в народном хозяйстве, условно говоря, исчезнет много рук, и не удастся выполнить очередную пятилетку, и у них возникла идея так называемой мубарекской автономии. Этот план предполагал, что депортированные крымские татары, которые живут в Узбекистане, получат некую национальную республику на территории Кашкадарьинской области. Дескать, зачем ехать в Крым, если народ уже обжился в Узбекистане. Для популяризации проекта даже сформировали агитационные бригады из числа крымских татар, членов КПСС, которые ездили по колхозам, совхозам и массово агитировали, соответственно, людей. Но многие участники этого действия еще живы, кстати, но предпочитают не вспоминать, как они уламывали земляков остаться в Узбекистане. Ну и у меня и появляется такой вопрос. Друзья, мы продолжаем, кстати, наш разговор с аналитиком Украинского независимого центра политических исследований Юлией Коздобиной. Юлия, вот, то есть у меня ощущение, что это вот очередной фейк. То есть вы хотели автономию, мы назовем вам национальную территорию. Это вот как коробка, только внутри не холодильника, еще одна коробка, еще одна коробка, еще одна, а внутри кусочек ваты. Так получается? Ну да, абсолютно верно. И еще одна такая маленькая деталь, мне кажется, это еще и попытка со стороны российского руководства поставить все-таки крымских татар больше под контроль, потому что мы знаем, насколько жесткое российское законодательство по отношению к общественным организациям, да, и вот эта вот так называемая автономия, она подчиняется законодательству об общественных организациях Российской Федерации. Можно контролировать. Да, их всегда можно контролировать. Поэтому, в общем-то, говорить о том, что они хотят защитить права крымских татар таким образом или пойти им навстречу, я думаю, что просто невозможно в данной ситуации. А вот давайте попробуем объяснить нашим слушателям, которые, может быть, слышали, но, скорее всего, нет, вот разные примеры того, как по миру выглядят национально не культурной, а национально-территориальной автономии. То есть вот вы приводили пример, собственно, Корсики, где национально-территориальная автономия сводится к изучению, собственно, корсиканского языка. В школах, да. А вот какие еще примеры существуют в мире, где, на ваш взгляд, является пример, который дает пример сбалансированной национально-территориальной автономии? К сожалению, скажу честно, да, что я не сильно большой эксперт в этом вопросе, то есть я немножечко об этом читала,
Вот, и, насколько я понимаю, существует, ну, несколько уровней защиты, да, прав национальных меньшинств. То есть вот то, что предлагает Россия сейчас крымским татарам, это как бы минимальное. То есть это обещание, что мы не будем вести какую-то агрессивную политику, направленную на вашу ассимиляцию, но при этом, значит, помогать мы вам тоже особенно не будем, да. Вот, существует как бы следующий, более, ну, такой продвинутый уровень, когда дается возможность, то есть дается помощь, предоставляется помощь в развитии, да, то есть там открываются, гарантируется возможность изучать язык, там развивать культуру при помощи государства, там и ну, как бы более расширенные права. И следующее, это когда уже получают политические права, да, то есть какое-то представительство, то есть в органах власти. Ну, то есть, в общем-то, в принципе, это те вещи, о которых практически в течение всего времени крымские татары говорили в Украине, да, то есть, что мы как коренной народ должны быть представлены и в органах власти, и в законодательной власти, и в исполнительной, ну, то есть... Вот у нас, собственно, наша радиопрограмма становится дорогой с двусторонним движением. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер, представьтесь, вы в эфире. У нас, собственно, наша радиопрограмма становится дорогой с двусторонним движением. Вам лучше выключить радио и задавать нам вопрос. Потому что вы фоните в эфире. Сорвалось. То есть будем надеяться, что наш слушатель дозвонится. 8 810 06 926, телефон прямого эфира. Юлия, то есть я так понимаю, что, условно говоря, если вот говорить о настоящей, а не фейковой национально-территориальной автономии, то в любом случае это, например, там, школы с языком обучения, на котором, собственно, с языком коренного народа. Это, собственно, гарантирование каких-то прав для того, чтобы, собственно, язык не был геттоизирован. То есть для того, чтобы он не только внутри народа функционировал. Это, собственно, какие-то формы, там, я не знаю, политическое представление. То есть, например, там, крымские татары получают там, квоту там, 15-20% в местных органах власти. Да. То есть на уровне численности, например, да, да, ну, и народа. Если мы говорим о том, что крымские татары — это коренной народ, то они имеют право быть, ну, так скажем так, игроком с правом вето. Да? То есть это значит, что некоторые решения, которые касаются непосредственно их, во-первых, не могут приниматься без их участия, а во-вторых, они могут эти решения заблокировать, да, ну, то есть имеется в виду, что, допустим, ну, вот, природные ресурсы. Да, я понимаю, да? Природные ресурсы, да. Да. Это несложно. Ну да, но мне просто в голове путаются языки. Это отлично. Так вот, если о природных ресурсах идет речь, то тогда, например, распоряжение теми природными ресурсами, которые на территории компактного проживания там какого-то коренного народа, они должны приниматься решения о судьбе этих природных ресурсов вместе, например, да, вместе с представительным органом крымских татар, да, и он имеет право сказать нет, да, то есть он не может навязать свою волю остальному населению, но если вот остальное население хочет распоряжаться какими-то ресурсами, которые находятся в ведении коренного народа, то он может сказать нет, как бы мы этого не разрешаем. Очень у многих в Крыму и на материке есть опасения по поводу того, что создание национально-территориальной крымско-татарской автономии в Крыму, это в перспективе значит, что в каждом кабинете, где сидит чиновник, будет обязательно сидеть только исключительно крымские татарины, что вся власть будет передана представителям только одной этнической группы. Ну, я думаю, что это однозначно не соответствует действительности, да, потому что, в общем-то, в любом случае крымские татары представляют собой меньшинство в Крыму, и даже будучи коренным народом, это не дает им права чужие права нарушать, да, то есть их права должны быть защищены, но они не имеют права нарушать чужие права. То есть и когда меньшинство начинает доминировать, это уже нарушение прав остальных, поэтому так быть не может и так быть не должно. То есть это, условно говоря, как ниппель. В одну сторону пропускают, а в другую сторону это история про защиту как бы, да, прав для коренного народа. Ясно. Друзья, спасибо большое, Юлия, что нашли время прийти и расставить нам точки над «ё». Юлия Коздобина, аналитик Украинского независимого центра политических исследований, была гостем программы «Крым Реалии». Друзья, вчитывайтесь. Дьявол, он же на самом деле кроется в деталях. Национально-культурная автономия или национально-территориальная автономия. Опять же, не слушайте провокаторов, которые будут рассказывать о том, что национально-территориальная автономия означает ущемление чьих-то прав.
А она на самом деле это как ящичек. Что вы в этот ящичек положите, то и будет определять содержание этого ящичка. Но в любом случае широкая дискуссия о самых разных вопросах никогда никому и нигде не вредила. Мы это и доказываем ежедневно. Мы — это Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.